Первая встречу с нашим управленческим обменом управленческого опыта с нашими гостями. Разрешите представить их. Колесов Александр Валерьевич, наверное, знаете. Автономная некоммерческая организация, учебно-методический центр, СОУС здесь, да. Таисия Львовна Никитина. Ну и Павлов Василий Климович, ректор Малой академии наук. У нас беседа будет в формате диалога. Мы, то есть вначале пусть наши представятся, расскажут о себе, а потом будут уже от вас вопросы, чтобы более активно. И, наверное, я думаю, что у каждого из вас какие-то есть вопросы именно управленческого характера, то есть какие есть у них опыт взаимодействия с людьми, и который он может с вами поделиться, и полезен будет именно вам, резервистам. Гостям хочу представить наших резервистов, да, здесь присутствуют и как и государственные служащие, так и работники госучреждений, представители частных организаций, ну и муниципальная служба тоже, коллеги присутствуют. Вначале мы передадим слово Александру, потом Таисии Львовне и потом Василию Климовичу. Александр, расскажите о себе и чем вы сейчас занимаетесь, и коротко. Добрый день, дорогие друзья. Ну, пригласить так неожиданно, поэтому я там сильно шпаргалка не готовил. Меня зовут Александр Колесов, мне 51 год, семейный, с супругой прожили 30 лет, растим 3 детей. Вот. Старшие студенты, младший выпускник Якутско-Городской гимназии национальной. Если коротко о себе, то не знаю, как вот люди гражданские по управлению, мне вам нечего добавить. Вижу, что все уже с опытом людей. Но сначала на СВО, как я уже говорил, было принято решение создать отряд, возглавить его и выехать в специальную военную операцию. Но тогда никто не знал, как это будет выглядеть. 22 год был очень тяжелым испытанием для нашей страны, для многих россиян. Это начало СВО, потом мобилизация пошла, и дела на фронте, ну, правду скажем, проблемы обнажились с первых дней. То есть наша армия вроде бы как на парадах очень хорошо все показывали, по телевизору мы знали, что наша армия лучшая в мире, но оказалось, что на поле дела обстоят немножко по-другому. Вот, мы отставали на несколько критериев по многим направлениям. Но очень хорошо, что страна как бы стала на военные рельсы, мы, по простонародье сказать, переобулись, начали учиться на своих ошибках. И сегодня наша армия продвигается не скачками, а медленно, оберегая наших бойцов тем задачам, выполнением тех задач, которые поставил наш президент Владимир Путин. Вот. Ну, до СВО я работал в Доме дружбы народов первым заместителем директора. Меня так Ирындархан так пригласил, не знаю почему, говорит, попробуй себя на местности, потому что помните, когда у вас был триумф, люди как бы встали из-за проблем между нас отношений, там очень большое резонансное дело было. И когда вот в 2018 году нас Ирындархан собрал, как общественников, и у каждого мнение спрашивал. И когда очередь дошла до меня, я возьми и скажи, Ирындархан, говорю, ваш дом дружбы только танцует и пляшет. Вы не работаете на земле со строителями, таджиками. Да? Вы знаете, сколько таджиков? Ну, статистику, да. Это вы цифры сухие, там, 10 тысяч человек. Вы с ними работаете? Вы с таксистами, киргизами работаете, общаетесь? Нет, говорю, у вас вообще взаимоотношения нет. И говорю, у вас на руководителе сидит женщина, и как она может с мусульманами разговаривать на равных, да? Я говорю,
это просто для них унижение. Ну, это не секрет. Мусульмане, мужчины, если приходит там жизнь разговаривать, для него это как бы это, ну, не воспринимает. Как бы. Он признает только равных, мужчину и сильного. И все. И тогда вот Алексей Сергеевич сказал в 2018 году: Александр Ильич, тогда вы, говорите, будете с нами работать в этом направлении? Я говорю, ну, если доверите, попробуйте. И забыл. И вот в 2021 году мне неожиданно звонит министр и говорит: выходишь работать. Согласен? Если глава сказал, пойдем. И потом отработал до прошлого года, СВО прошел. И когда вот у нас создали снайперский центр, Сулус назвали его, и Трутнев сказал, что возглавил кто-то из участников специальной военной операции. Алексей Сергеевич говорит: Александр Ильич, вам надо идти туда. Я согласился, все, оставил работу, и сейчас уже скоро год, как руковожу этим снайперским центром. О нашей работе, если коротко, мы готовим военных снайперов для СВО. Вот. Выезжаем прямо на зону специальной военной операции, и рядом там с линией боевого соприкосновения обучаем армейских снайперов. То есть они ночью отработали на передовой, чуть-чуть отоспались и переходят на полигон. Ну там полигон, там сложно сказать. Где находим, там и обучаем. Потому что прилетов очень много. Вы, наверное, знали, что полигоны накрывали, да? Там по 100 человек накрывали. Собираем маленькие группы и работаем. И за 3 командировки по одному месяцу мы находимся. За 3 месяца мы обучили где-то 107 человек. Это очень большая цифра, да? То есть большой объем работы. И эти люди, например, если человек стреляет на 500 метров, после обучения он стреляет там километр с лишним, да? То есть это у него как бы шанс выжить очень как бы увеличивается. А обычный снайпер, он должен подойти к врагу на 500 метров минимум, сделать выстрел и еще придумать, как выйти оттуда, да? То есть очень сложно. В современной войне это практически, можно сказать, равно нулю. Вот. И в марте-апреле съездили, работали, потом, получается, поедем в июле, вот с понедельника начинаем уже обучение здесь у нас, прямо на полигоне. Приезжают с России военнослужащие, своих ребят местных, которые... Ну, это военная тема нас, наверное, сильно не интересует, но управление у нас все военное. То есть по военному образцу, железная дисциплина, и у нас командная работа. То есть командир сказал, все должны делать неукоснительно. Ну, нет такого, что там побежал 10 километров, вернулся и там что-то еще делал, все поделал и все нужно. Когда я сюда пришел, у модератора спросил, есть участник СВО среди тех, кто здесь находится? Он говорит, нету. Я еще удивился, подождите, я еще удивился, а потом заходит мой друг, Колодезников Иннокентий Семенович, кавалер Ордена Мужества. Вот. Больше 6 месяцев служил год в Батуре. Батур. Это наш Барс II, он перевел, ему присвоили название Батур. Это Министерство обороны такое решение приняло. И вот вижу, что человек уже первый заместитель генерального директора Якутдорстрой, да? Да. Вот туда выходит, работает. Очень отрадно видеть среди такого коллектива наших ребят. Вот. И таких ребят у нас очень много, которые сейчас находятся на специальной военной операции. И здесь многие муниципалы есть? Да. Есть, да? Вот, ребята, которые на местах работают, от вас очень много зависит. Потому что бойцы возвращаются, и очень у многих проблемы серьезные. Война оставляет свой отпечаток психологический, физический, моральный, все там, истощение полное идет. И поэтому там не ждать постфактум, да, когда совершится там преступление и закрыть там, что правоохранительное взять. Нет, надо работу вести профилактическую, обязательно поддержка. Всеми мерами возможности, которые вы имеете, которые определило наше государство, всегда поддерживайте. Никогда не открещивайтесь и не закрывайтесь. Закройтесь, и этим проблемы мы не решим. Мы просто усугубим или сломаем чью-то жизнь. Поэтому огромная просьба к вам, особенно. Вот. Ну что, для начала все, наверное. Да. Здравствуйте.
Очень интересно было послушать Александра Гавриловича. Рядом вживую сфера действительно для многих, наверное, в части управления абсолютно незнакома. Ну и скажу, дай Бог, чтобы не была близко знакома, да, так, с одной стороны. Спасибо, что пригласили, Иннокентий, тоже немножко внезапно. Я пока сейчас ехала, думала, я считала себя еще молодым, перспективным человеком, но, оказывается, я уже человек в возрасте, который может поделиться опытом о себе. Образование у меня высшее, здесь вот есть тоже с Татьяной, да, переговорили, они вместе учились в одном университете. Тогда он назывался Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. По первому образованию я экономист, специализация бухгалтерский учет и аудит. Просто так акцентирую, потому что я работаю руководителем многофункционального центра, и многие думают, что у меня юридическое образование, по специфике нашей работы. И также я дипломированный управленец, потому что в 2017 году приняла участие в первом тогда сезоне конкурса Всероссийского лидера России. Конкурс проводится платформой «Россия – страна возможностей». Это автономная некоммерческая организация под патронажем, в принципе, правительства Российской Федерации, да, при поддержке президента Российской Федерации. И я так получилось, что я прошла тогда, стала финалистом, победителем, то есть 300 лучших управленцев страны, получила образовательный грант 1 миллион, я его реализовала и закончила программу. Тогда это было международное MBA, да, сейчас у них уже аккредитация у них была с университетом Лондона, Кингстон. Сейчас, конечно, в свете всех событий эта аккредитация прекращена, но тем не менее это Российская академия народного хозяйства и государственной службы. Именно специализация мастер делового администрирования, как дипломированный управленец, да, стратегический менеджмент. Опыт работы у меня разный, но последний, с 2010 года я, в принципе, работаю в системе многофункционального центра. Начинала свой путь со специалиста окна приема, была начальником отдела, потом заместителем руководителя, и последние 8 лет я работаю руководителем. Должность эта назначаемая, безусловно, учредитель правительства Республики Саха-Якутия. Контракт со мной продлевался 2 раза. В этом году не знаю. Мы еще этот вопрос с учредителем не обсуждали, но пока вот 8 лет. Чем я могу быть вам полезна? Управленческий стаж, в принципе, я озвучила, да, чисто руководитель 8. Штатная численность у нас 508 человек, среднесписочная 574. Ну, специфика коллектива, что такое МФЦ, я думаю, я не буду рассказывать, да, можно зайти на сайт, почитать. Мы государственное автономное учреждение, мы выполняем государственное задание, но, конечно же, у нас есть внебюджетная деятельность. По объему финансирования, ну, если кому-то интересно, там, по тем критериям принятия решения, да, то есть у нас объем финансирования около 800 миллионов, безусловно, большую часть составляет фонд оплаты труда. Содержание офисов — это порядка сейчас 120 миллионов, конечно, очень большой дефицит. Безусловно, бюджет республики в целом испытывает большие сложности, поэтому здесь, наверное, могу быть полезна, как содержать. Мы процессное учреждение, то есть мы непрерывно работаем, каждый день нас обращаются порядка 3500 граждан по всем офисам. Сетка у нас достаточно большая для республиканских учреждений. Мы представлены в каждом муниципальном районе. Всего у нас 51 офис, начиная от очень больших, где площадь около 1500 квадратных метров, и заканчивая одним рабочим местом. Да? То есть, в принципе, все вопросы, связанные с эксплуатацией, взаимодействием с органами местного самоуправления, с органами власти, закупочные процедуры, IT-часть, безопасность, все это непосредственно, ну, не то чтобы я хорошо знаю, потому что в любом случае мы работаем командой, но этим опытом тоже могу поделиться и буду рада ответить на ваши вопросы, потому что я абсолютно согласна и поддерживаю Александра Гавриловича, что самое ключевое, вы люди опытные, это видно и визуально, мы уточнились, и то, что вы все работающие люди, да, какие-то вам нотации, лекции читать, наверное, будет некорректно, и было бы хорошо ответить на ваши вопросы предметно. Спасибо. Добрый день, спасибо
Спасибо огромное, что пригласили. Павел Василий Климович, ректор Малой академии наук. Это организация дополнительного образования, занимаемся одаренными детьми, олимпиадное движение, научно-исследовательское проектное движение для детей. Поступают хорошие вузы, готовим их. Где-то 60 тысяч детей проходят через наши мероприятия каждый год. Это олимпиадное движение в основном, да, так сказать. И, соответственно, значит, шаг в будущее, да, это наше флагманское мероприятие. Сам родился в Сунтарском районе, село Иригей, учился там в школе, поступил в МГУ, значит, где-то 16 лет получается, да, так сказать, в то время это нормальный возраст был, да, так сказать, сейчас чуть позже люди. После этого где-то в 3-м курсе уехал за границу, значит, учился в Шеффельдском университете, это в Англии, потом, значит, в Лидском университете, какое-то время был в Кембридже, какое-то время был в Нью-Йоркском университете, и потом постдокторантура у меня была после того, как я защитился в возрасте 22 лет, да, так сказать, естественно, PhD называется, это доктор философии по молекулярной генетике, да, так сказать, и уехал в Штаты, потом в Испании работал, в Новой Зеландии, в Австралии, да, после этого был приглашен в качестве помощника и советника Михаила Ефимовича Николаева, нашего первого президента, работал в его офисе, секретариате, и потом был еще заместителем министра внешнеэкономической связи нашей республики при администрации Михаила Ефимовича Николаева. И потом, значит, после его, значит, президентства ушел в частный бизнес, работал в Индии, в гранильной отрасли, работал в Соединенных Штатах, много, значит, в области высоких технологий, это компания DDI, насдаковская компания, где я был Science Officer, потом Chief Science Officer, да, так сказать, потом работал в компании International, это большая ювелирная компания, международная, 2-е место в мире занимает, где я был, опять же, Acquisition Officer, да, так сказать, и у нас большое мероприятие, которое я сделал, это покупка Lucent, большой, значит, IT-компании французской, да, так сказать, которую мы купили за несколько миллиардов, потом продали через некоторое время, да, это, такой большой для меня был успех, да, так сказать, в этом плане. Потом я много учился в Штатах, в Штатском университете, в Лондоне тоже, да, так сказать, потом у нас в академии, значит, дипломатическое и прочее, разные курсы. Потом, опять же, Михаил Ефимович меня пригласил обратно, стал я его советником и помощником в качестве, значит, заместителя, он был тогда заместителем председателя, значит, Совета Федерации, потом, значит, в Госдуме, когда работал депутатом Госдумы, да, кстати, я тоже был его помощником, потом начал работать в его, мы организовали фонд первого президента по содействию развитию культуры, науки и образования, где я там, значит, занимался благотворительной деятельностью, помимо этого руководил также благотворительными, значит, организациями, связанными со спортом. Это дзюдо, это спорт глухонемых и прочее, да, такого российского уже уровня. Интересно было, возглавлял несколько компаний в свое время, да, так сказать, и, соответственно, значит, сейчас занимаюсь той организацией, которую я на самом деле помогал основать в 1999 году, которая сейчас называется Малая академия наук. Друзья, товарищи, видите, какие у нас эксперты, спикеры, да, сегодняшнего нашей беседы, встречи.